Здравствуйте всем. Сегодня я хотел бы с вами поделиться своим взглядом а, на то, к чему нужно готовиться, когда вы собираетесь приехать в Америку. То есть это касается именно тех, кто хочет приехать в Америку на постоянное место жительства. Я бы хотел рассказать вам это без каких-либо прикрас, а именно так, как оно есть на самом деле. А, Опираясь, в общем-то, на свой опыт. Дело в том, что многие у себя дома имеют какую-то работу, навыки, знания, вот, и думают, что, возможно, они смогут это применить здесь, в Америке. Но нужно быть готовым к тому, что если ты приезжаешь, в общем-то, не заключив контракт, а, скажем так, наобум, то есть приехал туристом и остался, то необходимо понимать, что а, тебе придется искать работу, или придется искать место жительства и, соответственно, в общем-то, формировать документы а, практически с нуля. И это все, в общем-то, скажем, только начало, да, но вопрос в том, что какую работу вы сможете найти. У вас не будет ни social security, ни разрешения на работу, и работа на кэш за наличные это самая низкооплачиваемая работа, которая может быть вам предложена. То есть это работа на стройке, это работа в гостиницах по уборке номеров, это мойка посуды в каких-то там заведениях, это работа грузчиком на переездах, на мувинге. Вот, и поэтому думать о том, что вас здесь ждут с распростертыми объятиями и предложат вам работу, соответствующую вашей квалификации, не приходится. То есть, да, вы можете рассчитывать, но без первичных документов, которые вы должны получить, а их получить можно только ну, как минимум там, полгода, да, по истечении полугода social security и разрешение на работу. Это первое. Второе, вопрос коммуникации. Он очень важен. Вы должны понимать, что если вы не владеете в достаточной степени английским языком, то вы не сможете коммуницировать с местными работниками, с местным начальством. И говорить о том, что вы можете занять такую же нишу, как вы занимали у себя дома, не приходится. Вот. Поэтому для того, чтобы в первое время здесь суметь, скажем так, устоять на ногах, необходимо, самое главное, овладеть какой-то рабочей специальностью, на которую вас могут взять, если вы будете работать, искать работу на кэш. То есть вам необходимо или овладеть какой-то рабочей специальностью, поварской специальностью, электрик, сантехник, плотник, парикмахер, повар и так далее, и так далее. То есть вот именно рабочей специальностью.
даже в пекарню необходимо, скажем, те, кто формирует буханки хлеба, да, там что-то печет там и так далее. То есть везде нужны навыки именно а, рабочей специальности. Если у вас таких навыков нету, то найти работу, скажем, того же самого рекламного агента какого-то, или же, значит, менеджера, без владения языком, вы такую работу не найдете. Вот, поэтому думайте, и прежде чем соберетесь сделать такой серьезный шаг, вы должны подготовиться. Изучать язык, не то что изучайте, а учите, усиленно учите язык, английский язык. Овладевайте специальностью, даже водителем, опять же, нужно получить водительские права, чтобы сесть, у вас, допустим, какие-то деньги с собой привезенные, если вы купите машину, чтобы сесть и таксовать на Uber, то это тоже не просто необходимо получить права TLC, так называемый, такси, лимузин. Это опять определенный курс обучения, сдача экзаменов, получения. Вот. Свою машину вы использовать не сможете без, опять же, номерных знаков TLC. Номерные знаки вы можете взять в аренду, купить, может быть, еще что-то. Но это не просто. То есть просто, ну, деньги и время. Вы можете сесть на трак, но на трак вы можете сесть только тогда, когда у вас будут получены права CDL. Получить права CDL, в общем-то, тоже не просто. Пока у вас не будет Social Security, вас не примут на учебу. Необходимо получить Social Security, Work Permit, разрешение на работу. Тогда вы сможете поступить в школу CDL, отучиться, сдать экзамены, и после этого вы можете получить права вождения траков. Вот. Но при этом необходимо понимать, что если, допустим, 2-3 года назад, даже больше, наверное, было достаточно выгодно, то есть там нужно было зарабатывать очень хорошие деньги на траках, то сегодня этот рынок очень сильно сдулся. И многие водители траков уходят или водителями такси, или еще, в общем-то, куда-то, где могут применить уже какие-то свои другие навыки. Вот. Но даже русскоязычные работодатели, они, скажем, не очень хотят принимать людей, с которыми они не могут коммуницировать. Скажем, есть ребята, которые приезжают с Узбекистана там, или с Таджикистана, еще с каких-то стран. Вот. Они свободно владеют своим родным языком, но у них нету практически русского языка, еле-еле ломаный, английского тем более нету. И поэтому как бы доверять им трак и, пожалуйста, езди там, а там нужно все-таки уметь правильно выбрать локацию, доехать, коммуницировать с заказчиком, с получателем при загрузке, при выгрузке. Вот. Если человек этим не может, как бы не может это делать, то, соответственно, с работой ему тяжело. Вот. Ну, пожалуй, я на сегодня пока закончу.
Вот. В следующий раз я немножко подробно постараюсь на своем опыте рассказать о медицинских услугах. Всего доброго.